Наверняка вы запомнили количество продемонстрированных картин, но смогли ли уловить посыл каждой художественной работы? Каждый из нас воспринимает окружающий нас мир абсолютно индивидуально. И тех, кто мыслит не совсем стандартно, мы, как правило, называем гениями или безумцами. Леонардо да Винчи, Эйнштейн, Генри Форд, Стив Джобс, Стивен Спилберг, Том Круз точно не входили в рамки условного понятия «обычный человек». Но объединяет их и не только статус безумных гениев, но и их схожая нейробиологическая особенность, проявляемая в сложностях обучения. Традиционно выделяют три варианта трудностей обучения. Это трудности обучения чтению, которые называются дислексия, трудности обучения письму или овладения навыком письма, дисграфия, и трудности овладения математическими навыками, дискалькулия. Дислексия – это не болезнь, а именно особенность мышления, говорят специалисты. Его проявления, как правило, начинают замечать лет с 10, как раз в период обучения. При этом ребенок может быть полностью интеллектуально развит и не испытывать других трудностей с обучением. Нужно, чтобы и родители это воспринимали адекватно и не думали, что то есть это такая серьезная проблема, с которой нужно проститься, и ребенка записать в какой-то список отстающих. Нет, на самом деле дети с дислексией, они имеют очень интересное мышление, то есть это детки, которые образно мыслят. Они воспринимают все визуально и аудиально, то есть это такой у них способ мышления. И если им дать правильные инструменты, они очень талантливые, и они могут быть отличниками. В мире, по разным подсчетам, около 10% людей живут с дислексией. Эта особенность не проходит с годами и почти всегда сохраняется в течение всей жизни человека. Хотя есть определенные методики и техники, с помощью которых можно достичь отличных результатов. И чтобы начать коррекцию, важно вовремя и грамотно диагностировать дислексию. Трудности обучения проявляются по-разному. И одной единственной методики работы с нарушениями чтения, с нарушениями письма или с математическими нарушениями до сих пор не предложено. У каждого ребенка какие-то свои специфические механизмы этих трудностей, и здесь нужны довольно хорошие диагносты, и различные варианты программ помощи. В связи с этим сообществом молодежных работников при поддержке корпоративного фонда «Балашак» в рамках проекта «Каждый ребенок достоин школы» была запущена инициатива по созданию экосистемы для работы с детьми с трудностями обучения. Мы хотим привлечь внимание государства в первую очередь, то есть это Министерство образования и науки, это Министерство информации и общественного развития, для того, чтобы эти особенности учитывали во время обучения. Это внешне, то есть мы создаем рабочую группу, которая будет вносить свои предложения по изменению законодательства и каких-то других нормативно-правовых актов в Республике Казахстан. Дислексию надо корректировать, а не лечить. Проект, начатый сообществом молодежных работников совместно с корпоративным фондом «Балашак», как раз-таки направлен на то, чтобы научить выявлять такую категорию детей на местах, а затем правильно проводить коррекцию с помощью современных разработок дефектологии, логопедии, нейропсихологии, детской психологии отечественных и зарубежных авторов. И наша общая задача как раз-таки учителей и специалистов помочь детям выработать навыки так, чтобы они могли усваивать школьную программу, потому что проект предполагает не просто обучение передовым методам работы и коррекции дислексии, приобретения новых навыков, но и также глобально, исходя из нашего опыта, это и внесение качественных изменений, способствующих успешной интеграции и инклюзии таких детей.